Доброе утро, коллеги. Я вижу, что многие подключились. Давайте немножко подождем остальных. Я хочу спросить, как меня слышно. Да, хорошо слышно. Спасибо большое. Давайте ждем буквально еще одну минуточку. А, Я хочу вам сказать о том, что у вас есть сегодня возможность написать вопрос в чат. То есть вы можете это сделать прямо во время нашей беседы. Вот я вижу, что да, многие уже откликнулись. Буду рада вашим вопросам. Можете задавать их по ходу нашей беседы, по ходу лекции. Так, давайте я представлюсь. Меня зовут Елена Лобанова. Я представляю отдел маркетинга Национальной библиотеки Республики Коми. И сегодня мы говорим о социальных сетях, а именно об нашей эффективности, о эффективности работы в социальных сетях. Сейчас я переключусь на свою презентацию. Скажите, пожалуйста, видно ли презентацию? Все ли в порядке? Нет, показывается окно браузера. Показывается окно браузера. Минуту. Ты останови демонстрацию, потом заново весь экран включи. Сейчас, одну минуту. Да, Так, вот теперь видим весь экран, сейчас, все. ага, сейчас все видно. Хорошо. Итак, давайте начнем. Как же мы будем измерять эффективность в социальных сетях? Я предлагаю использовать термин из западного менеджмента, а именно использовать термин KPI. Вы, наверное, об этом слышали. Чаще всего этот термин мелькает, когда идет речь о бизнесе и бизнес-процессах, но я думаю, что мы вполне можем использовать эти показатели относительно нашей работы. Для чего это нужно? Чтобы мы нашу эффективность, чтобы качество нашей работы мы измеряли не на глазок приблизительно по своим ощущениям или личным предпочтениям, а использовали вполне конкретные метрики. Аббревиатура KPI расшифровывается как Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности. Это набор метрик, показывающий, насколько здоров ваш проект, насколько здоров ваш бизнес, насколько здорова ваша группа, да, ваше сообщество, например, ВКонтакте, да, ваша организация, насколько результативна ваша работа. Итак, значит, показатели, благодаря которым можно отследить качество и эффективность работы. Как правило, KPI, чем хорош этот показатель и этот метод, потому что здесь есть конкретика. Как правило, KPI выражены, во-первых, в конкретных цифрах, во-вторых, есть привязка к конкретным срокам. И это очень дисциплинирует, да, заряжает на достижение целей, на движение вперед, чтобы не топтаться на месте и, не дай бог, не стагнировать и не откатываться назад. Значит, какой мы можем привести здесь пример, да, если мы говорим о социальных сетях? Например, KPI может быть прирост подписчиков на какой-то определенный процент, например, на 10% по итогам года, по итогам месяца. Или, например, если мы говорим о социальных сетях, то очень важна здесь коммуникация с пользователями,
Коммуницируем мы с пользователями в социальных сетях, как правило, через комментарии или через сообщения сообщества. И здесь очень важен такой показатель, как скорость ответа на сообщение. Если вы ведете сообщество, то вы, наверное, знаете, что оперативно отслеживать и отвечать это, ну, в силу занятости бывает сложно. Так вот, можно, например, поставить себе целью сократить время ответа на сообщение пользователю, например, с неопределенного какого-то размытого срока, когда мы ему ответили через неделю там, да, или через несколько дней, а поставить себе задачи отвечать пользователю на его сообщение в течение, например, 2 часов. И обозначить себе сроки, когда мы хотим приблизиться к этому показателю. Какой еще может быть пример? Например, поднять охваты постов, охваты ваших постов ВКонтакте. С этим показателем, конечно же, работать сложнее. Здесь меньше зависит от нашей личной эффективности, там, личных деловых качеств. Здесь вступает в игру другой важный игрок, а это именно алгоритмы ВКонтакте, и бороться с ними, воевать с ними, сотрудничать с ними очень сложно. Это очень такие непредсказуемые стихии, можно сказать. Есть некоторые правила игры, но здесь результат не гарантирован. Мы будем говорить подробнее об охватах чуть попозже, но есть некоторые приемы, которые реально работают, и, допустим, такой важный показатель, как охват, могут помочь нам поднять. И опять же, например, можем поставить себе цель, что в течение года мы поднимаем число среднего охвата поста, например, на 20%. Ну, это были такие некие примеры. Идем дальше. Значит, давайте перейдем к конкретным KPI, конкретным вот этим показателям эффективности. И, наверное, я думаю, вы со мной согласитесь, что ключевым все-таки по-прежнему показателем эффективности нашей работы является число подписчиков ВКонтакте. К нему относятся с таким подозрением, возможно, да, сейчас модно говорить о том, что это не показатель эффективности, но позвольте с вами не согласиться, все-таки приятно иметь красивую круглую цифру в числе подписчиков, потому что это сразу добавляет вашему сообществу некий вес, значимость. Это говорит о том, что ваш паблик популярен и ваш контент успешен, популярен, интересен. Да? То есть все-таки цифры, число подписчиков, это все-таки важно. Значит, если говорить о группе Национальной библиотеки ВКонтакте, то буквально недавно мы отметили наш юбилей. Число подписчиков достигло красивой цифры в 10 тысяч человек. Если говорить об учреждениях культуры республики, то мы сегодня находимся на 4-м месте по учреждениям культуры. На первых местах это 2 наших театра и Финно-Угорский культурный центр. Это такие монстры. И на 4-м месте вот с этой цифрой мы все, допустим, республиканские библиотеки, они далее идут за нами, да. То есть вот эта цифра, мы первые из библиотек республики достигли ее. Мы очень этим достижением гордимся. Но хочется сказать, что касается, значит, подписчиков, призываю вас все-таки не гнаться за красивыми цифрами и результатами. Почему? Много раз об этом говорили, о том, что гоняться за искусственной накруткой не имеет смысла, потому что здесь очень важно качество аудитории. То есть если вы накрутите и нагоните себе аудиторию нерелевантную, так скажем, вам и вашему контенту, то есть тех, кому ваш контент не важен, не интересен, то эти люди повиснут мертвым грузом и будут только тянуть назад вас. То есть здесь мы ратуем за то, чтобы у нас аудитория росла, но прирастала
лояльными пользователями, лояльными к нашему бренду, к нашему контенту. Да, то есть это очень важно, поэтому вот если говорить о нашей группе, так раскрою немножко некогда секреты кухни, то мы никогда не ставили себе целью накрутить искусственно это число, и прирост подписчиков происходил нативно. Слышали, наверное, да, такой термин нативное, естественный прирост. Наверное, знаете о таком термине, как нативная реклама. То есть что это значит? Это когда подача информации происходит через контент, без грубого навязывания, без рекламы в лоб, без агрессивного такого маркетинга, а только за счет повышения лояльности аудитории, чтобы люди, грубо говоря, сами захотели подписаться только потому, что вы очень крутой бренд, из любви к вашему бренду, то есть естественный натуральный прирост. Вот это тот ориентир, на который как бы и специалисты, и наш вот отдел маркетинга советуют придерживаться. То есть без фанатизма, без накрутки, но в то же время держим всегда в уме этот показатель. Да, вот хотела показать вам график, сделанный принтскрин из нашей статистики нашей группы. Здесь буквально показан небольшой период за год, но график приятная вот эта кривая, да, ползущая вверх и приближающаяся к отметке в 10 тысяч подписчиков. Значит, что мы еще, касаемо подписчиков, отслеживаем в своей работе? Кроме прироста подписчиков, да, чтобы это все-таки была кривая, ползущая вверх, следим за этим, мы смотрим за тем, чтобы подписчики не отписывались от нас. Ну, я думаю, что это, наверное, ну, не такое распространенное явление, чтобы люди массово, например, отписывались по каким-то причинам, что, ну, категорически не нравится контент. Я такое, наверное, не встречала, хотя, наверное, вы ну, в своей практике видели такие моменты. Значит, следить, ну, это, так скажем, может быть тоже показателем вашей ну, адекватности вашей работы и том, что вы идете правильным путем, это как раз-таки отслеживание, да. Если те, кто массово вышли из группы каким-то причинам, возможно, вы что-то, был какой-то у вас эксперимент с контентом, и вы видите, что, да, люди массово после него отписались. Это можно тоже посмотреть все в статистике. Вот, что еще можем посмотреть в статистике ВКонтакте? Что касается отписок, то здесь можно конкретно, вот то, о чем я говорила, про эксперимент, можно конкретно посмотреть по каждому посту, были ли отписки после какого-то конкретного поста. Вот, например, я вам тоже показываю конкретный пример из нашей статистики. Это посты наши ВКонтакте. И вот эти вот обведенные красным – это количество, к сожалению, людей, которые от нас отписались. Да, по итогу. Ну, это жизнь, и здесь очень важно, если, например, какой-то у вас спорный пост, и вам нужно доказать, что это, например, нехорошо было, что люди массово после этого там вышли из группы, вы можете вот этот инструмент, например, использовать. Ну, и вот один человек – это, в принципе, ну, достаточно распространенная история, и мы даже не придаем большого значения. К сожалению, это вот ну, данность, это такая нормальная погрешность любой группы. То есть вот это количество отписок, метрика, которая позволяет оценить, полезен ли контент, верно ли выбрана коммуникативная стратегия, правильно ли настроена, например, реклама, если вы ее используете, правильно ли вы выбрали интонацию общения. Мы чуть позже про интонацию общения с пользователем поговорим. Так. Если говорить о ВКонтакте,
то есть ВКонтакте создано такое сообщество, как не сообщество, а приложение ВКонтакте Дезертир, может быть, вы слышали. И как раз это приложение помогает отслеживать тоже отписавшихся. Значит, что дезертир предлагает? Он, во-первых, вычленяет конкретного человека, и с этим дезертиром можно через это приложение пообщаться и спросить его: вот мы заметили, вы нас покинули, расскажите, что не так, что было не так, что вам не понравилось, да. То есть это такой вот точечный такой уже маркетинг, точечная работа с аудиторией. Ну, то есть если вам это интересно, например, и вы хотели бы это попробовать, то можно вот с помощью этого приложения делать. Так, это что касается подписчиков. Значит, про охваты. Есть такой важный показатель, то есть пользователи, число подписчиков. И второй такой краеугольный камень – это охват. То есть само число подписчиков в группе еще ни о чем не говорит. Если у вас 10 тысяч подписчиков, но охват вашего поста, вы, наверное, знаете, где его смотрите, можно посмотреть, это он указывается в статистике каждого поста. То есть мы видим, сколько человек реально посмотрели. И если там очень низкие цифры, то это очень плохо. Это говорит о том, что, да, пользователи в вашей группе вступили, но посты ваши не видят. Значит, да, это реальный охват, это реальные люди, которые глазами увидели ваш пост минимум один раз за какой-то отчетный период, например, за месяц или за день. Чем больше людей смотрит ваш пост, для чего нам нужна эта метрика, тем больше узнаваемость бренда, тем больше шансов привлечь новых подписчиков. Но за охваты, как я уже сказала, мы, к сожалению, можем повлиять на эту метрику, да, за счет того, что будем писать качественные тексты, интересный контент, делать интересные иллюстрации или фотографии, но зависит все далеко, не все зависит от нас, потому что за охваты ВКонтакте отвечает умная лента, и именно она решает, какому посту дать охват, какого лишить. Почему так происходит? Значит, алгоритмы анализируют, какие публикации были интересны, и на этой основе ранжируют записи. То есть какая-то, может быть, ваша ошибка в плане контента, да, то есть что-то вы не очень удачно опубликовали, что-то не понравилось, это портит вашу в целом карму, да, вашего сообщества, и в дальнейшем контакт, решив, что да, что-то, наверное, не так с вами немного, не дает вам фору, а наоборот снижает вам показы. Так, значит, здесь на этом графике видно, видно охват подписчиков. Например, о том, что из 10 тысяч подписчиков нашей группы взаимодействовало с нашим контентом каждый пятый, почти 2500 человек. Да? И еще есть такое понятие, как полный охват. Он повыше, чем охват подписчиков, за счет того, что люди, например, лайкают, делятся, и, соответственно, это появляется в лентах друзей. И, соответственно, даже люди, которые не подписаны у вас, могут в этот же день, то есть полный охват может быть больше, чем охват подписчиков. Понятно это, да? То есть тут такие очень тонкие понятия и очень сложные показатели, но вот эти графики, они могут очень много рассказать вам о вашей работе. Так, и, значит, мы перешли к следующему KPI. Значит, напомню, да, то есть мы говорили о пользователях, об охватах, а теперь мы поговорим о вовлеченности. То есть, опять же, да, нельзя рассматривать каждую метрику отдельно, они работают только в совокупности.
То есть нам нужно еще смотреть на то, насколько вовлеклись люди в ваш контент. То есть что имеется в виду? Это их реакции. Реакции на ваши посты. Что имеется в виду под реакциями? Комментарии, лайки и комментарии, лайки и поделиться, репосты. Давайте разберем, как вот этот вот индекс EA, да, engagement rate EA, показатель вовлеченности, как он рассчитывается. Рассчитывается он очень легко, в процентах. Значит, за 0 берется, если на пост никто не отреагировал, но такое бывает, наверное, крайне редко, да, что ни одной реакции. И 100% это если каждый ваш подписчик поставил лайк или написал комментарий, что тоже практически нереальная ситуация. Значит, давайте посмотрим. Так, формула для расчета ИА – это лайк. Мы складываем все реакции. Лайки складываем с комментариями и складываем ну, здесь сохранение, но имеется в виду, ну, здесь вместо сохранения можно посчитать репосты. То есть если мы говорим о контакте, то это 3 вида реакции: лайки, комментарии, репосты. Делим на количество подписчиков и умножаем на 100. Например, пост набрал 200 лайков, 55 комментариев и 20 репостов. Аудитория профиля 2000 человек, получаем 200 плюс 55 плюс 20, делим на 2000, умножаем на 100, итого ИА, да, ИА у нас получился 13%. Это очень высокий показатель. Я сейчас вам хочу показать пример, как рассчитать вовлеченность на более, так скажем, живом примере. Это просто рандомный пост из нашей группы. Здесь, посмотрите, из реакции мы видим лайки, 37 лайков и 23 репоста. Мы складываем их, комментариев нет. Делим на количество подписчиков нашей группы. Мы знаем, что это цифра 10 тысяч. И умножаем на 100. Получается цифра менее 1%. Да, это не очень высокий показатель. Хорошим показателем считается там, в районе 6%, но ну, вот таковы реалии, да, то есть, опять же, сложно на это повлиять, мы делаем все возможное в плане текстов, визуалов, но вот не всегда выходит, допустим, высокий показатель вовлеченности. Ну, это не повод там впадать в депрессию, просто искать какие-то пути, как можно было бы эту вовлеченность повысить. Но я хочу сказать, что это вот пост, так скажем, он не совсем, ну, он обычный, рядовой, это такой вот обычная статистика. Но есть, как и у вас, наверное, в группах есть очень удачные там моменты, очень удачные посты, очень удачные примеры. Я сейчас их покажу позже, и вы увидите, что там вот этот индекс гораздо выше. Ну, такое не каждый день случается. Значит, да, как работают алгоритмы, мы это, значит, сказали. То есть не оригинальный контент, если он, например, был уже где-то опубликован, и алгоритмы это знают, они проверяют на оригинальность текст, и они почувствуют, если текст взят, например, у кого-то из другой группы, да, с этим аккуратней. Потому что есть такой еще инструмент, который отслеживает плагиат ВКонтакте, Немезида. Значит, что еще приветствуется? Регулярный постинг и индекс вовлеченности, лайки, комментарии, репосты тоже влияют на охват положительным образом. Что мы можем сделать? Мы можем сделать, к сожалению, в наших руках мало инструментов, но в наших руках хороший контент, хорошие тексты, хороший визуал. А еще такой прием, как подписка напрямую на нас. То есть если человек просто подписан на нас, он не факт, что видит наши новости, ну, по крайней мере, точно не все видят новости. А если он подписан на нас через
уведомления, то он увидит 100% наших новостей. И вот наша задача вот с этим инструментом работать, то есть зная, что люди на нас подписаны не сильно, во-первых, людям все-таки надоедать, да, не публиковать ночью, не постить слишком часто, да, зная, что люди есть те, кто напрямую взаимодействует с нашим контентом, подписаны на нас. Вот. Ну и просто отслеживать еще статистику, смотреть, что понравилось людям. Значит, я хотела с вами поделиться одним лайфхаком, который был замечен нами не так давно и стал нами использоваться примерно вот, наверное, последний только год. Это такая вещь, как портретная съемка на мероприятиях и выкладывание фотографий в хорошем качестве в альбомы группы. То есть, наверное, знаете, что у нас не так давно прошел в библиотеке капитальный ремонт, и читальный зал преобразился, стал очень красивым. Получаются роскошные снимки. Мы пользуемся этим фактом. И сейчас, одну минуту. Одну минуту. Значит, мы делаем очень много снимков на мероприятии, и в основном делаем акцент на людях, на посетителях, на гостях, ну и на участниках. Выкладываем эти снимки. И что происходит дальше? Значит, в чем лайфхак заключается? В том, что контакт отмечает людей, ну, он и раньше их отмечал, да, но сейчас это прям повсеместно. Вы, наверное, тоже заметили, что если у вас это включено, то контакт вас отмечает на фотографиях, если фотография с вами была опубликована. И что мы стали замечать? Что люди, которые побывали на наших мероприятиях и увидели себя в отметках, часто себя отмечают. Эти отметки видят видят у себя в ленте их друзья. И, соответственно, они видят и нашу группу. Да, то есть люди видят, что их друг побывал на мероприятии в Национальной библиотеке в красивом очень помещении, в красивом здании, и это привлекает внимание к нашему бренду, к нашей библиотеке. Многие там узнали о том, что мы настолько преобразились, что мы проводим вот такие мероприятия, и люди вступают в сообщество во многом там по следам вот таких отметок, и тем самым мы привлекли очень большое число новых людей, новых подписчиков и привлекли, допустим, новую релевантную аудиторию. Это вот такой лайфхак. Я побегу быстро. Не помешаю? Да, конечно. Да, как раз хотела вам проиллюстрировать то, что мы делаем большой акцент именно на фотографировании, делаем красивые альбомы, оформляем их по нашему брендбуку. Это вот обложки альбомов вы видите. Так, и давайте поговорим о последнем KPI. Значит, я просто хотела, если мы говорим про KPI, то чтобы сегодня прозвучали все самые распространенные, так скажем, показатели, которые, как правило, всплывают, когда мы говорим об эффективности соцсетей. То есть мы уже поговорили про подписчиков, про охваты, про вовлечение. И вот еще один последний на сегодня показатель – это конверсия. Но я сразу хочу сказать, что вот с ним мы особо не работаем и его не отслеживаем. Но чтобы вы знали, это отношение числа посетителей, выполнишь целевое действие. Например, целевым действием может быть, если это коммерческое сообщество, то переход на сайт или покупка чего-то, подписка, да, целевое действие.
А для нас это может быть, если мы продвигаем через соцсети наш сайт, то целевым действием может быть переход на сайт или клик по ссылке, или переход на какую-то статью. Вот вы можете смотреть, он тоже рассчитывается по определенным формулам. Вы можете посмотреть, насколько вы достигли своей цели, если вы ставили целью, например, вот это целевое действие. Так. Что еще мне хотелось бы сказать? Значит, вообще, для чего мы ведем соцсети? В целом, да, если говорить глобально, то в целом мы ведем социальные сети для того, чтобы повысить узнаваемость бренда, чтобы коммуницировать с пользователями и повысить их лояльность бренду, да. То есть вот одно из, так скажем, глобальных наших задач – это все-таки коммуникация с пользователями, привлечение новых пользователей и повышение их лояльности, то есть их любви к нам, да. Что помогает нам эту лояльность повышать? И я говорила про инструменты, которые помогают нам группу прокачивать. Это вот лайфхак с фотографиями. И еще один такой лайфхаком можно назвать розыгрыши. Пусть этот инструмент не новый и существует уже там почти столько же, сколько существует контакт, но это до сих пор очень работающий метод. Я сейчас покажу вам примеры и доказательства. И это работает до сих пор. Люди участвуют в розыгрышах, и это поднимает число подписчиков, это поднимает охваты, это поднимает лояльность. Что имеется в виду? Когда берется какой-то приз, и вы предлагаете подписчикам сделать какое-то действие с вашим постом. Например, быть подписанным, распространенные, значит, условия – это быть подписан на сообщество, сделать репост записи, поставить лайк, написать комментарий. Ну, и любая комбинация вот из этих условий, в принципе, работает. Так, давайте посмотрим. Так, к сожалению, здесь, вот здесь у этого поста не видны просмотры и лайки, но очень хорошие здесь были показатели. Я хотела просто вам их показать. Подождите. Так, сейчас все-таки мне придется, наверное, выйти из этого режима. Да, очень, очень жалко, значит, да, очень жалко, что здесь не вошла моя заметка о том, не вошла в презентацию моя пометка о том, какой индекс вовлечения у этого поста. Мне показалось это интересным, то есть показать, что индекс вовлечения у постов о розыгрыше очень интересный. Если вы хотите, мы можем сейчас посчитать индекс вовлечения вот у данного розыгрыша. Ну, просто потренироваться, да. Смотрите, мы смотрим, что здесь 161 лайк, 12 комментариев и 47 репостов. Давайте сложим это. Я прямо сейчас вместе с вами это сделаю. Мы получаем цифру 220. Что мы делаем дальше? Мы делим 220 на число подписчиков, на 10 тысяч человек. Получаем цифру. Так, и умножаем на 100. Получается 2,2%. То есть индекс вовлечения у этого поста 2,2%. Мы помним, что 6 считается очень крутой цифрой, да, а у предыдущего поста был меньше процента, то есть мы можем считать, что индекс вовлечения у этого поста очень высокий. Так, пойдемте дальше. Значит,
что еще можно использовать как инструмент? Это контент читателей, то есть мы просим людей писать отзывы, комментарии, делиться впечатлениями мероприятий. Все это использовать как контент. То есть люди очень многие сейчас заинтересованы в развитии там личного бренда. Ну, если грубо говорить, то любят светиться в соцсетях, и многие уверены сейчас с удовольствием откликнуться на какое-то такое ваше предложение, например, написать рецензию на книгу. Что еще работает? Работают игровые механики, всевозможный отход от проторенной дорожки. Когда мы пишем, что у нас состоится какое-то мероприятие или состоялось мероприятие, когда вы с читателями, подписчиками играете, это сразу, они сразу оживают, вовлекаются. То есть это такой элемент игры, то, что привлекает внимание всегда и немножечко так поднимает настроение и так помогает нам от рутины отвлечься. Вот, например, здесь мы предлагали нашим подписчикам угадать, сколько юных посетителей у нас пришло к нам в гости. И по этой фотографии нужно было посчитать кепки. Потом мы писали правильный ответ. Да? Например, что-то закрывается на фотографии, знаковые вопросы, и люди в комментариях угадывают. То есть наша задача вовлечь людей в общение, показать, что мы не механические роботы, которые выпускают анонсы и выпускают пост-релизы, а мы живые люди и готовы с ними коммуницировать, общаться, играть. Мы любим их, видим, замечаем, отвечаем им на сообщения. Вот, то есть любая живая коммуникация приветствуется. Вот тоже еще один пример. Угадайте, кто автор по фотографии. Правда или ложь. Наша задача, чтобы люди написали что-то в комментариях, да, и повысили на индекс вовлечения нашему посту. Значит, да, это постоянный все-таки поиск, работа с сообществом, постоянный поиск ценного контента. То есть люди приходят в нашу группу и будут оставаться с нашей группой, если контент им интересен и ценен для них. Да, это вот такая правда жизни. Люди прагматичные и не будут тратить свое время на что-то, то, что им не интересно и не полезно. То есть то, что мы ищем какую-то боль читателя и закрываем ее с помощью этого контента. То есть пытаемся нащупать, что же читателю, какие же проблемы, свои личные задачи он пытается с помощью нас решить. Например, он книголюб, но книги стоят дорого. Вот мы эту боль его закрываем, у нас можно новинки все почитать. Он никак не может, например, прокрастинирует, никак не может закончить курсовую, мы как раз можем дать этот толчок к вашей там работе, да. Что-то связанное с детьми очень хорошо всегда заходит. Там аудиосказки, подборки сказок, подборки там, не знаю, подборки для школ, там, по школьной программе и так далее. То, о чем мы говорили, значит, правильная интонация постов. Но здесь все очень индивидуально, вы сами знаете свою аудиторию, но в целом, наверное, нужно говорить о какой-то адекватности и уважении. Это, наверное, главные вещи. Не допускать ни в коем случае никакой агрессии и пассивной агрессии, когда сейчас модно говорить. То есть вы вроде вежливы, но сквозь вашу интонацию сквозит какое-то все-таки пренебрежение, либо злость, либо там что-то еще. То есть предельно вежливо, предельно тепло, с пониманием, не допускать каких-то игнорирования, когда вы молчите и игнорируете какой-то там призыв о помощи или еще что-то, но и в то же время не опускаетесь до переписок с пользователями на странице, да, на странице сообщества и так далее. Ну, то есть здесь важно найти именно баланс правильный.
Хотела вам посоветовать книги, которые как раз прокачивают хорошо коммуникативные, деловые навыки коммуникации в деловой сфере и в бизнесе, да, и в обычной жизни. Это книги Максима Иляхова. Это «Пиши, сокращай», и хорошая книга. У него есть «Новые правила деловой переписки». Уверена, что после этих книг вы начнете общаться ну, по-другому, совсем по-другому писать тексты и совсем по-другому общаться. Более, так скажем, как сейчас модно говорить, экологично. Вот. Еще очень важный момент. Очень важный момент. Мы сейчас много говорили о контенте. Вот 50%, если не больше, успеха контента это то, как пост, например, оформлен, как оформлена ваша группа. И здесь, пожалуйста, хочется пожелать следить за все-таки трендами в визуале и трендами в дизайне. Есть антитренды, вот вы видите его слева, это, так скажем, жуткие розочки, да, постарайтесь постарайтесь создавать контент в своем стиле. Если у вас есть брендбук, отлично. Если есть фирменные цвета, замечательно. Это не будет давать вам разнобоя вот этого вот пестроты вашей группы. То есть это вы придерживаетесь определенных только цветов, и пусть это будет какой-то все-таки, наверное, монохром, без агрессивных там цветов. Красный там символ опасности или еще что-то. То есть здесь важно не застревать в устаревшем дизайне, а искать, например, человека, который будет заниматься визуалом, именно человека со вкусом, и либо человека, который, ну, по крайней мере, понимает, какие есть тренды в визуале. Просто несколько примеров визуала в нашем стиле, да, если вы видите, что это прослеживается определенная стилистика, да. То есть мы выбрали нашим фирменным цветом вот этот нежно-голубой, ближе к бирюзовому, и мы его используем в наших постах, то есть он, как правило, всегда присутствует. Что касается фотографий, то есть часто можно услышать о том, что там или нет времени создать хорошую картинку для поста. Но вот эти вот фотографии как раз показывают, что не обязательно обладать там хорошим фотоаппаратом и чем-то таким, какими-то навыками фотографирования. Достаточно хорошего естественного света, и всегда можно сделать хорошую фотографию обложки. То есть если у вас стоит выбор, например, взять обложку из интернета у книги и, например, замакетировать ее в какой-то макет, либо ее сфотографировать вот в естественном свете, ну, в хорошем, например, чтобы не было замусоренного фона и фон был красивый, то лучше выбрать, наверное, второй вариант вот такого плана. Давайте еще пару слов скажу о том, что до сих пор, так скажем, какие ошибки у сообщества встречаются. Это адреса. Вот видите, да, длинный адрес, который присваивает контакт, лучше заменить на короткий, запоминающийся. Это названия непонятные с аббревиатурами, тоже это прям табу. Лучше называться как-то понятно и избегать лишних знаков, да, кавычек и так далее по возможности. Называться так, как вас ищут в 2GIS, грубо говоря, да, то есть без вот этого вот непонятных странных названий. И что еще может улучшить работу, это контент-план, который позволит избежать многих проблем. Например, постов, сделанных на коленке, простоев в наполнении группы, авралов, перекосов в сторону одного типа контента, соблазна сделать какой-нибудь перепост или у кого-нибудь там стащить у кого-то текст, кризис идей и так далее. То есть контент-план – это хорошо.
Что еще? Чем еще грешат сообщества? Это слишком официозный язык. Мы говорили про интонацию. Нащупайте свою добрую, доброжелательную, человеческую интонацию. Говорите с читателями так доброжелательно, как вы говорите с ними, например, в жизни, когда они к вам приходят. То есть не обязательно включайте какого-то чиновника, когда вы пишете текст для постов. Это все очень отталкивает и выстраивает вот эти барьеры между вами и пользователем. Лишний барьер. Когда мы говорим, когда используем вот эти вот канцелярские обороты в целях оказания категории граждан, в рамках там чего-то там, это все прям очень тяжеловесно смотрится. Так, что это за пример? Что это за пример? Ну да, это пример. Это пример вакансии, как библиотека ищет библиотекаря. Здесь, что можно сказать об этом посте? В том, что здесь, наверное, суховат написан текст. Я хотела показать этим текстом о том, что можно написать теплее вакансий, понятнее, и как раз вы притянете вот этим текстом своим нужного вам человека. То есть пишите тексты так, как вы хотели бы, чтобы этот человек, так скажем, каким был бы этот человек. Так, значит, слабый фотоконтент, это совсем как бы трэшевый пример, но вот он, тем не менее, встречается. Это смазанные фотографии, это замусоренные фотографии, это фотографии книжных вот таких вот выставок, из фотостоков старые, из 90-х вот эти вот книги, созданные там на компьютере, да, не сфотографированные вживую. Что хорошо? Хороши фотографии людей, хороши какие-то творческие ваши задумки, книги в реальной жизни, то, о чем я говорила. Что портит еще карму? Портит карму однообразие. Постарайтесь больше писать о своей жизни, о своей повседневной жизни, да, то, чем вы занимаетесь. Это вот как раз примеры контента, который мы создавали в ремонте. То есть мы не ушли в подполье и сказали: все, извините, мы закрыты, мы не работаем, там, не обслуживаем, писать нам не о чем. Мы как раз-таки вот из ремонта сделали целый сериал, написали, что у нас сейчас происходит, а чем мы занимаемся. И поверьте, это было очень интересно подписчикам за нами наблюдать. Да, вот как раз фотографии сделаны во время исторических этих моментов для нас. Вот, очень много было интересных находок, когда мы запаковывали фонд. Значит, мы сделали серию постов о том, как мы изменились. То есть были посты про ремонт, и вот посты мы сделали, что у нас изменилось в стиле стало. Тоже было очень интересно. И старайтесь по возможности уходить от стандартной подачи, например, 26 февраля в библиотеке состоится или 27 февраля в библиотеке состоялось. Постарайтесь хотя бы иногда делать, так скажем, нетривиальные заходы, немножечко поиграть, пошутить, покреативить. И в этом вам помогут фразы, которые вы можете коллекционировать, подсматривать у кого-то. Да? И это вашу группу очень-очень оживит. Все. У меня все. Спасибо большое за внимание. Я сейчас переключаюсь на камеру. И готова буду посмотреть ваши вопросы или ответить на ваши вопросы. Подожду немного. Коллеги, если сейчас у вас нет вопросов, но, например, они появились
появились. Вы можете задать их либо мне напрямую, меня зовут Елена Лобанова, меня можно найти через группу Национальной библиотеки ВКонтакте, либо вы можете задать их нашим методистам, методическому отделу, и мы с удовольствием ответим на них. И давайте сотрудничать, общаться. С удовольствием вас проконсультирую, если у вас есть вопросы. Мгм. Спасибо большое за внимание.